готов сделать обзор такой противогаз, как ИП-40. Он является изолирующим противогазом, то есть он срабатывает путем химической реакции, которая происходит в регенеративном патроне. Посмотрим саму маску. Вот у него ставим под регенеративный патрон или мешок. Откручивается патрон. Да, фильтр. Короткий ставится. Здесь нет вообще клапана. Трубка соединяется непосредственно к матке. Стандартная очковая вызвал, как бы противогаз СП5, к которому подойдут существующие пластины. Статочка. Собственно, маска сделана из тугой резины, и в отличие от СП5 здесь дополнительная прикреплена резиновая лента, которая усиливает герметичность. Теперь посмотрим непосредственно снизу сам прибор. Трубки, которые держат, открываются, удобно. Здесь мы видим регенеративный патрон. Я ставил для РП, потому что стандартного РП-46 не было. Но, собственно, не суть, потому что он точно так же отлично подходит, потому что они сделаны под одинаковые разъемы и так далее. Мы видим железный каркас, место, куда крепится патрон, и кислородный мешок, выполненный из резины. Значит, что происходит, когда мы вытаскиваем чеку из патрона? У нас воздух подается одновременно из кислородный мешок и саму маску, которая крепится сюда. Кислородный мешок нужен для того, чтобы не было каких-то слишком сильных колебаний воздуха, и воздух мог выходить плавно, чтобы не было каких-то задержек. Из кислородного мешка он точно так же попадает сразу в маску, а также через патрон. Так сделано специально для этого канала. Давайте снимем патрон. Так что вы видите патрон. Клапан. Все, патрон достаточно просто. Ставить патрон и вернуть. Точно такой же клапан установлен на маску. Сейчас я покажу, как вставляется патрон. Так как клапан одинаковый, я покажу, как это на маске, так как это вставляется и поворачивается. Туда достаточно герметично и практично. Далее рассмотрим подробнее внешний вид. Специальные предметы. Рисунок прорезиненный. По бокам имеются два кармана. Тут НП. Ну, этот карман дополнительный, сюда можно крепить. По-моему, туда крепится какой-то специальный патрон. Собственно, сумка выполнена из хорошего прочного материала, который внутри прорезинен. Также имеется веревочка для крепения вокруг пояса. Весит это все дело без патрона около килограмма, может быть чуть побольше. Без патроновой маской от 3 до 4 килограмм. Это все. До встречи.